Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Максим Гоголев. Ну что ж, сегодня начало рабочей недели. Оно должно быть суперактивным. Конечно же, нам хотелось бы, было бы очень интересно к вам подъехать в дом, зайти, как следует вас встряхнуть, подготовить вас к рабочей неделе, к рабочему дню. Потом спокойненько сесть с вами за завтрак и с глазу на глаз рассказать все интересные новости, всякие интересности, которые происходят сегодня, ну и накануне этого дня, да? Ну, это, конечно же, невозможно, но на самом деле, да, у нас в студии работают и операторы, и режиссеры, и звукачи, и техники. Наша команда большая для того, чтобы рассказать, ну, в общем, техники хватает, работников хватает, чтобы вам рассказать новости. Вам достаточно всего лишь включить телевизор, что, собственно, вы и делаете, да? Что ж, сегодня 23 ноября, с вами Максим Гоголев, новый день, начинаем. Хотелось бы начать, конечно же, традиционно с погоды. Давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные улусы минус 16, минус 23, днем минус 15, минус 23. Заречье минус 22, минус 33, днем минус 22, минус 31. Южные улусы минус 9, минус 11, днем минус 7. Вилюйские улусы минус 7, минус 14, днем минус 9, минус 15. Интересно, когда холоднее, чем утром, будет днем в Вилюйских улусах. Нижние Ленские улусы минус 18, минус 21, днем минус 18, минус 22. Западные улусы минус 3, минус 9, днем минус 4, минус 13 также. Колымо-Индигирские улусы минус 9, минус 27, днем минус 14, минус 26. Янские улусы минус 25, минус 27, днем минус 22, минус 29. Северо-западные улусы минус 13, минус 22, днем минус 14, минус 22. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 28 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер северный 2,5 метров в секунду. Днем ожидается минус 25, минус 27 градусов. Ну что ж, в республике, в столице заметно, конечно же, холоднее. А далее мы хотели бы передать слово нашим коллегам из новостной ленты. Это телеканал «Якутия-24». Вы смотрите новости. Доброе утро. В студии Влад Давыдов. Фонд содействия реформированию ЖКХ страны сможет привлекать заемные средства для того, чтобы поддерживать ускоренную реализацию региональных программ переселения из аварийного жилья. Законопроект об этом Государственная Дума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших сессий. Законопроект позволит существенно сократить срок ожидания очереди на расселение. Дополнительные имущественные взносы в фонд смогут быть использованы как на возврат привлеченных фондом заемных денег и уплату процентов за их использование. Пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера, предлагают компенсировать проезд к месту отдыха не только на территории страны, но и за ее пределами. Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума. В настоящее время предусматривается возможность компенсации проезда только при условии нахождения места отдыха пенсионера на российской территории. Такая льгота предусмотрена для неработающих граждан, получающих страховые пенсии по старости или инвалидности и проживающих в районах Крайнего Севера. К 2024 году Россия должна поставлять на внешние рынки рыбной продукции на 8,5 миллиардов долларов. Сами же россияне обеспечены рыбопродукцией сполна. По данным в 2020 году показатель доктрины продбезопасности по обеспеченности рыбой превысит 143%. Все это открывает широкие возможности для развития внешней торговли.
С 23 по 30 ноября в России состоится финал национального чемпионата среди людей с ограниченными возможностями «Обилимпикс 2020». 1000 участников этого национального чемпионата – региональные победители. Они будут соревноваться в профессиональном мастерстве. В этом году финал проходит онлайн, то есть участники соревнований, не выезжая в Москву, покажут свое профессиональное мастерство в учебном заведении или на рабочем месте. Якутяне будут состязаться в 21 компетенции. Таким образом, от Якутии соревнуются будущие и уже состоявшиеся портные, парикмахеры, повара, программисты, мультимедийные журналисты, также участники по компетенции медицинский и социальный уход и многое другое. Якутия включилась в общественное движение «Обилимпикс» 5 лет назад. Главная цель этого мероприятия – заострить внимание общественности на проблемах с трудоустройством, обеспечением безбарьерной среды для лиц с инвалидностью. Основное отличие этого мероприятия – это во время его проведения, это профориентация, да? Молодые люди, студенты, школьники узнают, какие работы им подходят. И инклюзивное образование, инклюзия, то есть какое, более приспособленными становятся рабочие места и в целом вся среда. Межрегиональный форум новаторства пройдет в онлайн-формате на площадке сети точек кипения в городах и вузах страны 27-28 ноября. В этом году форум вышел на межрегиональный уровень и посвящается новым смыслам и парадигмам развития территорий. Спикеры из разных городов представят свое видение развития городских и сельских территорий, также будущее арктических районов. Эксперты со всей России и не только, а также участники форума в течение 2 дней будут обсуждать новые форматы коммуникаций, образования, технологического и культурного развития, развития арктического и этнотуризма. По мнению организаторов, новаторские идеи и совместные прорывные проекты смогут открыть новые пути развития районов республики. Робот-гид по имени Ferrum-Man с недавних пор информирует и развлекает гостей курортного парка Железноводска. О необычном обитателе зеленой зоны в четверг рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев. По словам градоначальника, установленная 50 лет назад в парке сторожевая будка, в которой размещался опорный пункт милиции, пустовала долгое время. Обветшала и была разрушена упавшим на нее деревом. Во время реконструкции было принято решение разметить в окнах, напоминающих квадратные глаза робота, экраны и переоборудовать будку в цифровой гид по курортному городу и назвать Ferrum-Man. Вместе с жителями решили, провели голосование и приняли решение восстановить. Мы восстановили, и помимо этого в глаза и окна были квадратными, словно очки, словно квадратные глаза робота. Мы в них ставили телевизоры, и вот теперь сделали справочную будку нашего курортного парка, назвали это сооружение, эту голову робота Ferrum-Man. И теперь наш Ferrum-Man рассказывает о том, что у нас происходит в городе, когда это происходит. Я был очень удивлен, очень интересное решение. К тебе очень внимание привлекает. Это будка электронная. Вот. И вызывает улыбку и такой позитив. Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня, берегите здоровье, носите маски. Большое спасибо нашим коллегам из информационной службы. Ну что ж, я надеюсь, что вы уже просыпаетесь, кто-то уже готовит завтрак, почистили зубки, поправили свои волосы и готовитесь к новому рабочему дню и новой рабочей неделе в общем. Сейчас я бы хотел напомнить, что в прямом эфире у нас работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62. По этому номеру вы можете отправить свои поздравления, может быть, какие-нибудь пожелания кому-нибудь, либо нам. Нам будет очень приятно почитать. Вот. Так, далее, что у нас? Ага. Далее мы узнаем, какой же день ждет нас на сегодня в части гороскопа. Давайте посмотрим. Овен. Не спешите, достичь успеха можно, но, скорее всего, для этого придется приложить немало усилий. Телец. Отличный плодотворный день. Вы понимаете, что нужно сделать, чтобы достичь успеха, и не останавливайтесь, если на пути возникают преграды. Близнецы.
Вы сильно переживаете, причем часто из-за пустяков. Именно это может помешать достичь успеха. Между тем, день сам по себе довольно благоприятен. Рак. Хочется достичь успеха как можно быстрее, но обстоятельства не всегда складываются благоприятно. Лев. Все неплохо. Будет шанс решить финансовые вопросы и заключить выгодные сделки. Дева. Не все трудности можно преодолеть быстро, но в целом день неплох. Не исключены необычные встречи, знакомства, которые окажутся полезными. Весы. Благоприятный день для общения. Хорошо проходят и личные, и деловые встречи, возможны плодотворные переговоры. Скорпион. Терпение и самообладание будут особенно важными в начале дня. Вам предстоит общаться с очень разными людьми, и каждому нужно искать особый подход. Стрелец. Вероятны незапланированные поездки. Собираться в дорогу придется быстро, и вдали от дома вероятны удачные покупки. Козерог. Постарайтесь не наделать глупостей. Будьте очень осторожными в этот день. Есть вероятность совершить непростительную ошибку, о которой потом вы будете еще долго сожалеть. Водолей. День довольно беспокойный, но плодотворный. Повезет тем, кто возьмется за что-то новое. Рыбы. День ставит перед вами массу вопросов. Не всегда они требуют немедленного решения, но и просто забыть о себе не позволяют. Старайтесь не слишком нервничать. Надеемся, что гороскоп был для вас полезным. Что ж, идем далее. Сегодня 23 ноября. Эта дата сегодня также интересна тем, что сегодня отмечается День акварели. О том, где и когда он был придуман, смотрим в следующем сюжете. 23 ноября отмечается Международный день акварели. Инициатором учреждения данного праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Роха. Именно он, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убежденным в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передать красоту мира, предложил в 1991 году ежегодно проводить Международный день акварели. Рисовать Альфредо начал в возрасте 7 лет. Школьный учитель рисования признал талант мальчика. В этот период познакомился с краской на водной основе. В возрасте 16 лет он уехал в Мехико и поступил в юридическую школу, так как его отец-адвокат хотел продолжить семейную традицию. Но вскоре юноша перевелся в Национальную школу искусств. Изучил различные техники живописи, но до конца дней сохранил верность именно акварели. Кстати, знаковым событием в истории акварельной живописи стало изобретение бумаги в Китае во II веке и использование ее в качестве основы для картин и рисунков. Именно оттуда берет свое начало акварель. Распространение в Европе эта техника живописи получила значительно позднее, лишь в XVII веке. Что касается Альфредо Гуати Роха, то его страсть к акварели настолько была сильна, что он основал музей акварели и пробыл на посту директора без малого 40 лет, с 1964 года до самой своей кончины. Располагается музей в Мехико, в бывшем частном доме, подаренном властями города. Музей посвящен сохранению и продолжению акварельной живописи как в Мексике, так и за рубежом. Пришло время платить налоги? Не теряйте время в очередях. Скачайте приложение «Налоги ФЛ». Проверьте в личном кабинете перечень имущества и уплатите налоги из дома. Срок уплаты имущественных налогов не позднее 1 декабря. Новый год – праздник волшебства и сказки. Наши товары создадут праздничную атмосферу. Волшебство приходит вместе с Азбука.
Черная пятница в Бичик. Скидки до 60% при заказе на сайте bichik.ru. Скидки до 40% во всех магазинах. Подробности о других акциях узнавайте на инстаграм-странице bichik.ru. Черная пятница в салонах «Торнадо» с 21 по 30 ноября. Сумасшедшие скидки на роскошные шубы, дубленки, парки и пуховики. «Торнадо» – все лучшее для вас. Как получить скидку 20% на оплату коммунальных услуг? Надо участвовать в акции от ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия. Каждый отдельный потребитель выбирает подходящий ему способ оплаты и исправно платит за ЖКУ в течение всего года. По итогам года будет составлен рейтинг. В каждом УЛУСе выберут самые дисциплинированные в части оплат ЖКУ муниципальные образования. Они и станут победителями. ГУП ЖКХ. Платить выгодно. У голливудских звезд миллионы подписчиков, сотни комментариев, и иной раз кажется, что никто их и не читает. А иное происходит такое, что происходит нешуточная прям травля на самом деле, да, в этих комментариях. Ну и впоследствии звезды либо удаляют пост, либо вообще удаляют саму страницу. А некоторые вообще делают вид, что ничего не обратили. Вот. И давайте сейчас посмотрим, как же реагируют звезды на то, как их осуждают, и посмотрим, на что посмотрим комментарий психолога. Она же была идеальной пышкой, была примером для многих фанаток плюс-сайз. А сейчас, что это за скелет? Вот так встретили зрители певицу Адель. Она брала паузу в карьере и вернулась в новом образе. И даже готовилась поделиться с подписчиками секретом, как потерять 40 килограмм. Но те даже слушать не захотели. Еще бы! Эта глянцевая красотка придала идею бодипозитива, а еще, о ужас, собралась стать ведущей телевизионного шоу. Я очень взволнована, ведь я всегда хотела ею стать, поделилась у себя на странице Адель. И это вызвало шквал возмущения. Найти хороший комментарий среди моря негатива эта знаменитость отчаялась уже давно. Меган Маркл сами хейтеры назвали главным объектом для троллинга 2019 года. Ну, мы с вами помним. Не так говорит, не так ходит, не то носит. Вообще не ко двору, что называется. А еще ведь были полеты на частных самолетах, наряды за бешеные деньги. Недавно они с Гарри давали онлайн-интервью о влиянии всемирной паутины на здоровье и психику людей. И паутина тут же взбудоражилась. Еще бы! На Меган был костюм почти за $400 тысяч. Как так? Впрочем, эти комментарии Маркл не читала, потому что удалила свою страничку. А помните, во время весеннего карантина подписчики обрушились на знаменитого росомаху Хью Джекмана. Он показывал, как долго надо мылить руки, и не выключал при этом воду. Хью тут же обвинили в расточительности. Росомаха не стал никого банить, а выложил новый пост, где он выключает воду. И даже поблагодарил подписчиков. У якутского путешественника Максима Ширикова хоть и не так много подписчиков, как у Хью Джекмана, но он тоже их никогда не банит. Хотя негатив на странице тоже случается. Всем привет! Если в вашем аккаунте завелся хейтер, вы можете просто его удалить. Если вы не удаляете комментарии, то я обычно отвечаю очень вежливо и развернуто. Даже не для того, чтобы что-то доказать хейтеру, а для того, чтобы мои читатели поняли, насколько я адекватен. Критика, конечно, мало кому нравится, но иногда она бывает полезной. Иногда бывают такие ситуации, когда вот эти негативные комментарии в соцсетях, например, мы можем использовать для своей пользы, отвечая на них с иронией, сарказмом, выворачивая это как-то в свою пользу, потому что многие пользователи читают комментарии и играя с троллем, но если вы имеете на это свои какие-то внутренние силы и ресурсы, вы можете это наоборот вывернуть в такую сторону, что будете привлекать еще больше внимания. Но если вы не желаете тратить свое время и ресурсы на выяснение отношений с этими троллями, психолог советует блокировать этих пользователей или поступать как Меган Маркл, удалять страницу. Нервы дороже.
Ну что ж, в студии у нас первые гости, у нас очень интересная и очень важная тема – опасность тонкого льда. Очень актуально. И у нас в гостях Батыр Сейдалов, спасатель аэромобильного отряда ГБУ «Служба спасения нашей республики». Доброе утро. Здравствуйте. Ну что ж, для начала давайте расскажем телезрителям, какая толщина льда является безопасной. Безопасная толщина льда для проезда легкового автомобиля должна составлять не менее 30 сантиметров. Для грузового автомобиля зависит от массы автомобиля и от 30 до 60 сантиметров. И нужно помнить, что ледообразование на реке везде по-разному, в разных местах по-разному. Например, где быстрое течение, имеется сток промышленных и бытовых вод, там толщина, естественно, меньше. И вот в этих местах происходит провал, гибель людей, автотранспорта и потеря груза и автотранспорта. А как рейды проводятся у вас? Рейды у нас проводятся, спасателями проводятся ежедневные рейды, профилактические рейды. Также проводятся совместно с ГИМС и с ГИБДД. На рейдах спасателям они не могут выписывать протокола. Мы только проводим профилактические беседы и разъяснительные беседы с водителями и с пассажирами транспортных средств. Ну давайте обозначим тех недобросовестных граждан, которые чаще всего нарушают. Ну, во-первых, нарушают рыбаки, которые с нетерпением выезжают, как река стала, они начинают выезжать уже на свои угодья рыбацкие. И водители, которые не дождались открытия ледовой переправы и нарушают эти правила. А какую ответственность они несут при этом, при всем, когда они выезжают несанкционированно на лед? За несанкционированный выезд на лед административное нарушение, статья 9.10 КоАП РСЯ, и налаживается административный штраф на граждан от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей и на юрлиц от 100 до 1 миллиона. Ну вот случилась беда, несчастье, да? Которое на самом деле все зависело от тебя, и ты провалился под лед. Что делать? В основном главное не паниковать, раскинуть руки, держаться за край льда и пытаться залезть локтями, упереться на лед, пытаться закинуть ближайшую ногу, которая к краю, закинуть ногу и, перекатившись, забраться на лед и направиться в то расстояние, в то направление, откуда ты пришел. Потому что, а за какое время человек уже замерзает? Достаточно 50 минут, чтобы уже замерзнуть. Даже так, да? Ну что ж, Батыр, большое спасибо за информацию. Я надеюсь, что наши телезрители все-таки люди сознательные и не будут рисковать своей жизнью. Идем дальше. Система капитального ремонта работает уже 5 лет и за это время показал свою работоспособность. И у нас они подготовили сюрприз. Давайте посмотрим. Onu tenge jolloq tühünçeden aksiya bolar, olonna Instagram'nın kıtıq kıtınsa. Setini ıydağı, onna aksini ıydağı төлөбүрөң руханада, узнова төлө канада, Instagram страничкатыгар фонда генигер кирек кытынада, лайк туру кутунада, дирекка эки догоргутун сурьян берек кытынада, төлөбү күттүнөн бигергет чекетін электронный почта бітігер кытынада, кайылағы аксыны уанагыс күнүгер билдерек бит, Instagram'ның прямой эфирге болар.
акцияға екі мобильный телефон анянар, анан көқтақты күттаңыт саңа жылға бәғы тігер бәғы бәләк оңыру құтын түсеп. Жан сыйға өйден естерін мұньян кәбейелер, ұсыносы ехін мұньян кәбейелер, онықчанларға бейі ұтары барамыд, доғывар түйәсәбіт, кәрчігінен төлі қағып, өйттен 9 өйгі дері. Ұзноғы Сбербан онлайнның төлі қағып, қолабыра бейге фонда агеннар бұтын күтті белгілі бит по приему платежейден қолабыра қанна бағар төлі қанады ден бобатақ, энергосбыт кассаларға төлі қағып, Почта России кассаларға төлі қағып, РКЦ, ЖКХ-ға. Оны кварплата плюс ден чебае мобильное приложение бар. Республика делері оттара на аварийное состояние лақ болулар, олығын төлі тақытына капитальный ремонт оңғылдан деғыт чөлігер түйенсі. Сейчас время авитаминоза, и, конечно же, в первую очередь задумываешься о пользе овощей. Если вы могли, только что включить телевизор и подумали, что это передача «Ащишар», это не так. Сегодня перед вами идет передача «Новый день», и с нами гость Анастасия Тимофеева, начальник отдела продаж ООО «Саюри». Доброе утро. Доброе утро. Угу. И параллельно мы будем готовить, что мы будем готовить? Шаурму. 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 Нашу любимую шаурму. Что ж, и первый вопрос. Давайте поговорим о пользе свежих овощей. Свежие овощи сейчас очень популярны на данный момент. Да? Все занимаются фитнесом. В основном сейчас все сидят на ПП-питании, соответственно, очень большое потребление овощей идет в пищу. На данный момент единственные представители в данном сезоне, да, зимой, являемся мы, ООО «Саюри», поставщики свежей продукции овощей. У нас есть в ассортименте огурцы, томаты и различная зелень. Анастасия, я уже начал резать. Я не знаю, правильно я это делаю или нет. Я думаю, огурцы, кстати, очень ароматные. Я даже через маску слышу их запах. И режутся очень такие прям крепенькие, такие хорошие. Что ж, вообще немножечко расскажите о ваших теплицах «Саюри». Наша теплица существует с 2016 года. Поставка овощей началась в конце 2016 года. Первыми были огурцы. После этого какое-то время были томаты, потом появились салаты. Самый пик примерно сейчас начался, в 2020 году. Мы собрали около 500 килограмм овощей. А куда вы поставляете, в какие учреждения? Мы поставляем в детские сады в первую очередь. Проект создавался с учетом того, чтобы свежие овощи были у нас в детских садах. Это говорит о том, что на самом деле там же очень большие контрольные, да, органы. Да, очень большая проверка идет в дошкольных учреждениях. Соответственно, это подтверждается тем, что наши овощи всегда проходят все экспертизы. Соответственно, они 100% натуральные. Стоит отметить немножечко, да, о том, что есть какая-то разница между свежими овощами, которые мы получаем непосредственно здесь, у нас, которые растут в республике, и, конечно же, разница между привозными. Какая у них? Разница очень колоссальная в том, что... Я возьму вас. Да, конечно. Колоссальная в том плане, что необходимо эту продукцию доставлять до покупателя. Соответственно, в какой-то момент мы, жители, да, потребители, не можем знать точно, сколько доставлялась до нас продукция привозная, сколько времени, как они хранились при этом. То есть, соответственно, стопроцентной уверенности никто не может вам дать. Если местные овощи, которые выращиваются здесь, вы знаете, то есть все наши сертификации, все наши проверки. Так, секунду, я сюда добавлю.
так. Ага. А по Вы уже поводу начали говорить. хранения, как правильно хранить овощи? Допустим, огурцы хранятся при температуре от 7 до 10 градусов. Это позволяет любой холодильник. Соответственно, если меньше 7 градусов или больше 10, продукт будет храниться уже намного меньше, чем положенного своего срока. Срок хранения огурца, допустим, составляет до 15 дней, может составлять при правильном его хранении. Так, можете вот так вот наложить. Ну я уже тут уже все наложил. Я так торопился. Вот скажите, о вреде поедания несвежих овощей. Какие могут быть последствия? Последствия любой овощ, который хранится в неправильных условиях или уже при длительном своем хранении, выделяет этилен. Соответственно, это вредное вещество, которое не очень хорошо влияет на организм человека. Большинство овощей, которые доставляются сюда долгим путем, уже имеют данное вещество, можно сказать. Ну, вот. А где можно приобрести ваш товар? Нашу продукцию можно приобрести в нашем фирменном магазине, который находится при теплице Саюри. Также можно приобрести у наших партнеров. Это магазин «Огород», сеть магазинов. В Агисе тоже они есть. Также можно приобрести в сети магазинов «Скиф», «Ферма». Все наши сети крупные, они продают нашу продукцию. Ну что ж, Анастасия, большое спасибо. За это время мы уже собрали шаурму почти. Вот. На самом деле, дорогие телезрители, ешьте только натуральные и свежие продукты, в частности огурцы. А мы сейчас переходим на рекламу, а лично мы с Анастасией будем кушать шаурму. Хлебопекарня «Партизан» ведет свою деятельность с 2007 года. Свежий хлеб, торты, рулеты, пирожные стали визитной карточкой предприятия. Добрые традиции прошлого бережно с теплотой перенесены в рецептуры сегодняшней продукции. Главным остаются традиционные способы производства изделий, старинные рецепты и уважительное отношение к продукции. Когда приезжаю в деревню, всегда покупаю партизанский хлеб, потому что он самый вкусный. Атак маны республика толықтақтыра. Үйлерге оңғылдан кәлбет, ағытынан оңғылуыт келебе, апырттахан келебе, өрі хестолғытыр бар болдun. Меннегестік ахан. Далбар хотун. Сахачақтарын манылақ, ымылақ, өрі дудар күнде ада. Далбар хотун эдерген кыз оғыттын, әрге сүттер кәмче кейіттен, оғытын түйігер көтіқ бүтиеттен, сенен сыллы ребәттен, үйінен сайдан тақсар. Ах, сұрыттар далбар хотун сұрналы. Подайте заявку на технологическое присоединение к электросетям онлайн без очередей через сервис «Личный кабинет Якутскэнерго». Кликните на вкладку «Заявки на технологическое присоединение», заполните пустующие поля, отправьте заявку и получите оформленные документы через личный кабинет. Оцените преимущества удаленного способа подачи заявок. Быстро, просто, безопасно. Мы заботимся о вас и ваших близких. Якутскэнерго. Доброе утро, дорогие телезрители. Только что вы видели, как мы собрали нашу любимую шаурму из наисвежайших овощей от Саюри. На самом деле польза свежих овощей просто неоценима. Так что покупайте продукцию Саюри и оставайтесь красивыми и здоровыми. Далее мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы новостей. Это телеканал «Якутия-24». Вы смотрите новости. Доброе утро. В студии Влад Давыдов. Фонд содействия реформированию ЖКХ страны сможет привлекать заемные средства для того, чтобы поддерживать ускоренную реализацию региональных программ переселения из аварийного жилья.
Законопроект об этом Государственная Дума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших сессий. Законопроект позволит существенно сократить срок ожидания очереди на расселение. Дополнительные имущественные взносы в фонд смогут быть использованы как на возврат привлеченных фондом заемных денег и уплату процентов за их использование. Пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера, предлагают компенсировать проезд к месту отдыха не только на территории страны, но и за ее пределами. Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума. В настоящее время предусматривается возможность компенсации проезда только при условии нахождения места отдыха пенсионера на российской территории. Такая льгота предусмотрена для неработающих граждан, получающих страховые пенсии по старости или инвалидности и проживающих в районах Крайнего Севера. К 2024 году Россия должна поставлять на внешние рынки рыбной продукции на $8,5 миллиардов. Сами же россияне обеспечены рыбопродукцией сполна. По данным в 2020 году показатель доктрины продбезопасности по обеспеченности рыбой превысит 143%. Все это открывает широкие возможности для развития внешней торговли. С 23 по 30 ноября в России состоится финал национального чемпионата среди людей с ограниченными возможностями Обилимпикс 2020. 1000 участников этого национального чемпионата – региональные победители. Они будут соревноваться в профессиональном мастерстве. В этом году финал проходит онлайн, то есть участники соревнований, не выезжая в Москву, покажут свое профессиональное мастерство в учебном заведении или на рабочем месте. Якутяне будут состязаться в 21 компетенции. Таким образом, от Якутии соревнуются будущие и уже состоявшиеся портные, парикмахеры, повара, программисты, мультимедийные журналисты, также участники по компетенции медицинский и социальный уход и многое другое. Якутия включилась в общественное движение «Обилимпикс» 5 лет назад. Главная цель этого мероприятия – заострить внимание общественности на проблемах с трудоустройством, обеспечением безбарьерной среды для лиц с инвалидностью. Основное отличие этого мероприятия – это во время его проведения, это профориентация, да? Молодые люди, студенты, школьники узнают, какие работы им подходят. И инклюзивное образование, инклюзия, то есть какое, более приспособленными становятся рабочие места и в целом вся среда. Межрегиональный форум новаторства пройдет в онлайн-формате на площадке сети точек кипения в городах и вузах страны 27-28 ноября. В этом году форум вышел на межрегиональный уровень и посвящается новым смыслам и парадигмам развития территорий. Спикеры из разных городов представят свое видение развития городских и сельских территорий, также будущее арктических районов. Эксперты со всей России и не только, а также участники форума в течение 2 дней будут обсуждать новые форматы коммуникаций, образования, технологического и культурного развития, развития арктического и этнотуризма. По мнению организаторов, новаторские идеи и совместные прорывные проекты смогут открыть новые пути развития районов республики. Робот-гид по имени Ferrum-Man с недавних пор информирует и развлекает гостей курортного парка Железноводска. О необычном обитателе зеленой зоны в четверг рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев. По словам градоначальника, установленная 50 лет назад в парке сторожевая будка, в которой размещался опорный пункт милиции, пустовала долгое время. Обветшала и была разрушена упавшим на нее деревом. Во время реконструкции было принято решение разметить в окнах, напоминающих квадратные глаза робота, экраны и переоборудовать будку в цифровой гид по курортному городу и назвать Ferrum-Man. Вместе с жителями решили, провели голосование и приняли решение восстановить. Мы восстановили, и помимо этого в глаза и окна были квадратными, словно очки, словно квадратные глаза робота. Мы в них ставили телевизоры, и вот теперь сделали справочную будку нашего курортного парка, назвали это сооружение, эту голову робота Ferrum-Man. И теперь наш Ferrum-Man рассказывает о том, что у нас происходит в городе, когда это происходит. Я был очень удивлен, очень интересное решение. К тебе очень внимание привлекает. Это будка электронная. Вот, и вызывает улыбку и такой позитив.
Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня, берегите здоровье, носите маски. Как получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги в период ограничений? Мы поговорим на эту очень интересную тему. Вместе с Еленой Егоровой, ведущего экономиста отдела по работе с физическими лицами агентства субсидий при Министерстве ЖКХ и энергетики нашей республики. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, расскажите, какие же есть изменения при предоставлении этой услуги? В этом году в связи с пандемией субсидию в заявительном порядке. То есть те граждане, которые получали у нас субсидию, у которых срок предоставления субсидий заканчивался с апреля по декабрь, получается, мы им предоставляем в заявительном порядке. То есть никуда им не надо, предоставлять пока не надо. Угу. А какими способами можно подать заявление на предоставление субсидий? Если на субсидию подают впервые или с перерывом, то можно подать документы через портал муниципальных и государственных услуг Якутии или же в офисах «Мои документы» МФЦ. Угу. А документы какие нужны для предоставления? Документы, подтверждающие основания владения и пользования жилым помещением, личные документы членов семьи, документы, подтверждающие доходы за последние 6 месяцев заявителя и членов его семьи, а также платежные документы, это квитанции, справки об отсутствии задолженности, а также лицевой счет для перечисления средств. Угу. Ну, в принципе, я думаю, что где-то на сайте есть вот подробный перечень, да, документов, которые необходимы для того, чтобы обратиться. Правильно? Правильно, да. Угу. Подробную информацию можно получить на официальном сайте агентства субсидий ЖКУ, а также на портале Якутии. Угу. Вот. Собственно, еще такой вопрос. Если человек лично не может прийти, подать заявление, да, какими способами можно это сделать? Если он куда-то уехал, допустим, да, у нас есть такой способ, как экстерриториальность, то есть он может в любом МФЦ, если он в пределах республики, он может в любой офис МФЦ в другом районе подать документы. То есть если он здесь в городе Якутске прописан, а уехал в какой-то район, он может там же сдать документы. Или же можно по доверенности. Доверенность оформляется, не обязательно заверяется нотариусом, то есть можно простой в письменной форме написать доверенность на третье лицо. На какой период назначается субсидия, да? И как перечисляется? Субсидия предоставляется на 6 месяцев. Месяца после того, как он подал заявление, месяцев, то есть назначается субсидия. Перечисляется субсидия на счет заявителя, то есть для этого он должен предоставить нам свой счет банковский, или же на почту. Угу. Скажите напоследок, да, с какой целью все же эта субсидия была придумана? Субсидия – это мера социальной поддержки, мера государственной социальной поддержки именно в оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Ну, собственно говоря, это экономия большая. Экономия, да. Угу. Ну что ж, Елена, большое спасибо за информацию, что подключились к нам. Желаю вам отличного, хорошего дня. Спасибо. Ну что ж, идем далее. В прошлый раз я вам показывал, как из пластиковых бутылок сделать различные лайфхаки. А сегодня мы подготовили вам сюжет, где молодая многодетная мама, педагог дополнительного образования Сунтарского профлицея Диана Вячеславовна с сыном Мишей покажут, как сделать музыку ветра. Мы будем изготавливать из глины музыку ветра. И нам понадобится для этого
Вот такая скалка, вот такие рейки. Их можно сделать самодельно, дома, в домашних условиях, из обычной фанеры, да, толщиной 5 миллиметров. И вот такой шампурчик. Шампурчик для канапешек, шашлычков, да. Нам понадобится еще вот такие тряпочки, 2 штуки, влажные, но не очень мокрые. И что у нас? Фигурки. Да, фигурки, печенье, да? И у нас есть еще самодельные вот такие штампики для украшения. Так, ну давай приступим, да, Миша? Давай. Так, сначала берем Тряпочку. одну тряпочку и ложим на стол, чтобы не прилипло. Ага, чтобы не прилипла глина, да? Ну давай, положи, посередке положи, вот так. Из глины мы делаем вот такую лепешечку, чтобы нам легко было его раскатать. И накрываем, да, чтобы она не прилипла к скалке. Да. Накрываем. Берем Палочки. палочки вот сюда. Ложим. С 2 сторон, видишь? Да. Берем скалку и начинаем катать. Со всех сил. Со всех сил. Вон, смотрите. Смотрите, у нас Длинная. получился вот такой пласт. Выбираешь. Можно использовать вот такие маленькие звездочки, да? Такие большие звездочки. У нас еще есть вот такой интересный Angry Birds формочка. Лишнее убираем. И вот. Она хороша тем, что можно нажимать, и она сама выходит. Вот. У нас получилось. Давай сделаем такого. Сделаем. Когда формочка готова, мы используем вот такой шампурчик и делаем дырочку для веревки. Дырочка у нас должна быть без засора. Да? Вот. После того, как мы сделали вот такие формочки, их сушим плоской поверхности, ложим и сушим. 2 дня сушится, потом проходит обжиг специальной муфельной печи, и у нас выходит вот такая красота. Смотрите, как звенит-то после обжига. Можно покрасить акриловыми красками. Они продаются в канцелярских магазинах. Или оставить вот в таком природном цвете. Можно вот колокольчики еще дополнить. На свое усмотрение. Ну, надеюсь, вам было очень интересно с нами. Пока-пока! Да, көтөппүт. Бүгін бияғы ылжытты каналары білсе, арын солын кім дені? Гриша. Алексей. Тугынан жараттан аны, Гриша? Я официант Kiwi Catering. Красиво накрываю на стол. Подаю вкусные блюда. Кысын кітті кәпсетер дем. Туғымет бизнесмені ноғыз жоны көрер дем. Па дем. Па. Красавчик. Новый год – праздник волшебства и сказки. Наши товары создадут праздничную атмосферу. Волшебство приходит вместе с Азбука.
Черная пятница в Бичик. Скидки до 60% при заказе на сайте bichik.ru. Скидки до 40% во всех магазинах. Подробности о других акциях узнавайте на инстаграм-странице bichik.ru. Черная пятница в салонах «Торнадо» с 21 по 30 ноября. Сумасшедшие скидки на роскошные шубы, дубленки, парки и пуховики. «Торнадо» – все лучшее для вас. Как получить скидку 20% на оплату коммунальных услуг? Надо участвовать в акции от ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия. Каждый отдельный потребитель выбирает подходящий ему способ оплаты и исправно платит за ЖКУ в течение всего года. По итогам года будет составлен рейтинг. В каждом улусе выберут самые дисциплинированные в части оплат ЖКУ муниципальные образования. Они и станут победителями. ГУП ЖКХ. Платить выгодно. И тема нашего последнего разговора – это таланты Якутии. У нас в гостях Ксения Филиппова, психолог Высшей школы инновационного менеджмента при главе нашей республики. Ксения, доброе утро. Доброе утро. Для того, чтобы мы знали, коротенько, расскажите, что это за конкурс «Таланты Якутии». Да, получается, «Таланты Якутии» — это республиканский конкурс, который нацелен на поиск лидеров нового формата, которые могли бы развивать республику. Основная цель такая. Ну что ж, первые отборочные испытания уже прошли. Теперь можно раскрыть секреты, какие задания подготовили организаторы для участников. Какие тесты необходимо было пройти? Расскажите. Да, получается, всего у нас 3 отборочных этапа и полуфинальная оценочная сессия. Вот, получается, в пятницу у нас завершился 2-й этап, и в субботу участники уже получили свои результаты. В первом отборочном этапе участники должны были пройти 6 психологических тестов и видеоигру. Получается, тесты были направлены на изучение направленность личности, экспресс-диагностика ответственности, эмоциональный интеллект, поведение в конфликтной ситуации, тесты на определение командной роли и прогрессивные матрицы. Вот. А как разрабатывались вот эти вот тесты и кто их придумывал? Тесты, получается, их подбирали специалисты Высшей школы инновационного менеджмента. Это тесты общеизвестные, они валидизированы и надежные, да. Также я слышал, что есть какие-то игры. Да? Расскажите немножко поподробнее об играх, как их надо было пройти и кто придумал эти игры. Да, получается, игра была разработана специалистами Высшей школы. Получается, мы задались целью, чтобы создать такой инструмент, который был бы не тестовым, а таким более активным, живым, интересным. Получается, участникам нужно было сайт скачать на свой телефон, неважно, iOS это или Android игру, и там было 2 игровых независимых сюжета. Вот, и они, получается, проходили оба этих сюжета и после этого получали рекомендации по своему развитию. Скажите, конкурс талантов ищет какого-то конкретного лидера, да? Расскажите, какие должны быть характеристики у этого человека? Да, получается, это должен быть лидер нового формата, так называемый лидер-созидатель, для которого самая главная ценность — это гуманность и создание какого-то нового блага для людей, который должен быть ориентирован на достижение результата, который готов сотрудничать и вкладываться в других. Ну, прям современный-присовременный. Какие еще конкурсы ожидаются? Расскажите. Получается, у нас в 26 числа стартует 3-й этап, это видеопрезентации. Получается, они будут присылать нам видеопрезентации, также получат все инструкции, мы будем их оценивать. После этого отберем 100 участников в группе А, это молодых специалистов, они сразу перейдут на обучение по программе Lab Talent. Также будет отобрано 200 участников группы Б и 100 участников группы С. Это люди до 45 лет, которые перейдут тем самым полуфиналу на оценочную сессию. Расскажите про перспективы победителей, да? На что они могут рассчитывать в дальнейшем? Получается, на каждом этапе участники получают такие маленькие подарки от школы. Неважно, прошли вы следующий этап или нет.
по большей части это вот, такие вещи, которые нужны для развития, к примеру, планер или книги. А победители будут участвовать в программе развития компетенций в целом, которая вот конкретно направлена на то, чтобы их развивать. Также победители будут рекомендованы для вхождения в управленческий кадровый резерв республики. Мгм. Ну что ж, Ксения, большое спасибо. Мне кажется, это очень хорошая идея для того, чтобы найти конкретного лидера, да, создать такой конкурс, как «Таланты Якутии». Желаю вам отличного, хорошего дня. Спасибо, вам тоже. Ну что ж, русский блог заканчивает свою работу. Мы надеемся, что мы были для вас очень интересны. Мы сегодня разговаривали, на самом деле, на очень интересные и полезные вещи. На сегодняшний день, на понедельник, я вам желаю больше плодотворности, побольше энергии, чтобы в понедельник вы просто прям были заряжены, и заряжены были, в принципе, на все оставшиеся дни. Что ж, хорошего дня вам. С вами был Максим Гоголев. Якутия – это территория великого и непостижимого пространства. Эта первозданная земля влечет человека своими пейзажами и поразительной красотой суровой северной природы. Главным богатством нашей республики являются реки. Это настоящие сокровищницы, затаившие в своих водах многообразие рыб. Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории Республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и не предоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти, спиннинги летние и зимние удочки, закидушки и так далее с общим количеством крючков не более 10 штук у гражданина. С полным списком разрешенных орудий можно ознакомиться в правилах. Реки влияют на все сферы человеческой жизни. Вокруг них история и культура народов республики. В наших силах сберечь реки и их обитателей.